Более 300 тысяч человек, 811 избирательных участков. Якутия показала высокую явку на выборах 18 сентября. В этом году 7-й созыв избирали по смешанной системе. Половина депутатов проходила по партийным спискам и половина по одномандатным округам. Политическая партия «Единая Россия» набрала 46,49%, «Справедливая Россия» 15,19%, КПРФ 14,35%, ЛДПР 10,70%. Среди одномандатных кандидатов в Госдуму прошел Федот Тумусов. Лидер якутских эсеров набрал более 37% голосов. Отсутствие своего кандидата от «Единой России», конечно, усложнило борьбу, но, как считают в руководстве регионального отделения, шансы получить место в Думе все же есть. Партия получила поддержку в размере 140 тысяч голосов. Это неплохой результат. Мы, в общем-то, уверены в том, что мы получим один мандат по партийному списку, и представитель «Единой России» будет заседать Государственной Думы. Вместе с избранием нового состава Думы в Якутии выбрали и глав муниципальных образований и поселений. Местные выборы прошли в 22 районах. В Жиганском и Нерюнгринском победу одержали Алексей Мандаров и Виктор Станиловский. Кресло главы Булунского района пока пустует. По предварительной информации, оба кандидата набрали одинаковое количество голосов. И в соответствии с законом избранным будет считаться тот кандидат, который ранее зарегистрирован. Но так как это у нас предварительные данные, то у нас есть информация, что зарегистрирован ранее Кудряшов. Выборы 2016 прошли под строгим контролем наблюдателей. Только на участках находились более 1500 человек. 165 пунктов для голосования были оборудованы видеокамерами. Наблюдатели, присутствующие на участках, сошлись в едином мнении. Выборы в Якутии прошли без каких-либо нарушений и замечаний. Окончательные итоги единого дня голосования подведут 21 сентября. Анна Лебединская, Максим Бурцев, Вести, Якутск.